Я считаю, в государстве это должен быть человек. Человек – мера всех вещей. Это не я такой умный, это придумал, это сформулировано 3000 лет назад. И в каждом решении, которое мы принимаем, которое наше государство принимает, и мы сами решения, которые принимаем в нашей жизни, мы должны руководствоваться человеком и его интересами, его комфортом, его честью, его достоинством и уважением. К большому сожалению, многие решения, которые сегодня принимаются, в центре этих решений нет человека. Я просто приведу пример. В прошлом году нам всем подняли цены на оплату электричества там 4-5 раз. При этом зарплаты и пенсии нам не подняли. Хочу небольшую такую вещь сказать, это небольшой секрет. Электричество, на которое нам подняли цену, абхазскому государству обходится, угадайте, сколько оно нам обходится? 0 рублей. 0. Мы электричество получаем бесплатно от Ингургэс. Ингургэс обслуживает грузинская фирма. Люди, которые работают на Ингургэс, получают зарплату от этой фирмы. И все работы, строительные, ремонтные работы проводятся не за счет абхазского государства. Единственные затраты, которые имеет абхазское государство по этой электроэнергии, Черноморэнерго имеет, это обслуживание сетей, высокая и низкая сторона. Ну, плюс там всякие разные ремонтные работы. Когда нам говорят, что почему сейчас стал вопрос о том, чтобы раньше он не возникал вопрос, что нашу энергетику передать частным лицам. Вопрос этот стал, потому что умные люди, бизнесмены, понимают, что получать бесплатную электроэнергию и ее продавать. Я думаю, это самая интересная энергетическая компания сегодня на планете. Это Черноморэнерго, которая бесплатно получает электричество. Черноморэнерго и вся наша энергетическая система – это достояние абхазского народа. Это залог нашего суверенитета и процветания в будущем. Это не просто какая-то там фирма. Это наш стратегический ресурс. И мы этим ресурсом, к сожалению, сегодня распоряжаться не можем. Но если мы из-за наших неправильных административных решений создаем проблемы в энергетике, это не значит, что мы от этого должны избавиться. Это будет очень глупо с нашей стороны, и это будет колоссальный урон всем нашим последующим поколениям. К сожалению, у абхазского государства не так много ресурсов, которыми оно обладает. Мы не ядерная держава, да, и мы не финансовая держава. Да. У нас есть люди, и у нас есть электроэнергия, у нас есть природа. Поэтому мы всем этим должны распоряжаться во благо будущих поколений. Мы об этом должны думать. Не о сегодняшнем дне. Если мы будем думать о сегодняшнем дне, завтра у нас не настанет никогда. Тысячи государств, сотни тысяч народов, империи, их которых сегодня нет, и даже никто не вспомнит. Мы не должны пополнить эти списки. Поэтому мера по увеличению электроэнергии в прошлом году я в том числе, я как человек, который занимается общественными делами, хочу попросить прощения, что я не смог этому противостоять, мы не смогли этому противостоять так, как надо. Да, мы высказывали свою позицию, да, мы аргументированно говорили, что это не своевременно поднимать цены на электроэнергию. В парламенте был выдвинут мораторий, который, к сожалению, депутаты не поддержали. Я считаю, мы не все сделали, чтобы защитить интересы наших граждан. Но этот вопрос, я считаю, мы не должны оставлять. И в будущем, во всех наших каких-то мероприятиях мы будем этот вопрос ставить. Цена на электроэнергию сегодня в Абхазии не отражает уровень достатка абхазского народа. Он сделан не для граждан Абхазии, он сделан для иностранных инвесторов, этот тариф. Поэтому наша задача людей, которые занимаются общественной политикой, политические партии, первоочередная задача – это защищать интересы людей. Я здесь не хочу говорить о каких-то таких сложных материях, потому что уже сколько нам десятилетиями нам об этом говорят, и, к сожалению, все потом после выборов все забывают. И я сейчас выгляжу как, наверное, человек, да, такой, который ругает власть, да,
Я был оппозиционным и прошлой власти, и позапрошлой власти. К сожалению, ничего не меняется, только становится хуже. Те проблемы, которые были 5-10 лет назад, сегодня они просто приумножаются. И еще раз хочу обратиться, и в первую очередь людям, которые принимают решения, это люди, которые несут ответственность за то, что сегодня происходит. Да? Мы сегодня пришли с вами пообщаться, услышать ваше мнение, свое мнение сказать, но мы ваши проблемы сегодня решить не можем. Мы рядом с вами можем стать, какие-то вещи отстаивать. А люди, которые сегодня принимают решения, от чьих решений наша сегодня жизнь зависит, вот к ним я хочу обратиться и сказать, что они обязаны, по Конституции обязаны, в каждом своем решении руководствоваться интересами граждан Абхазии, не интересами инвесторов, потому что я чаще слышу от наших чиновников слово «инвестор», чем слово «гражданин Абхазии». Это тоже о многом говорит. Мы должны власть отвернуть от инвесторов и повернуть лицом к своему собственному народу, иначе у нас другого выхода нет. Вот на днях было озвучено, что в парламент президент отправляет закон об апартаментах. Если вы вот в этой мере, да, которую они предлагают, в законе о апартаментах, не видите своих интересов, вот я их там не вижу, значит их там нет. Это не для нас делается. Это делается даже вопреки нашим интересам. Колоссальные риски от принятия подобного закона, которые отразятся на нас с вами. Если кто-то думает, что это принимают и принимают, нас это не касается, эти люди ошибаются. Это за собой повлечет повышение цен на квартиры. Вот Алхаз Джинджоли о чем говорил. Это усугубит эту проблему, потому что цены взлетят на недвижимость, цены взлетят на строительство. И плюс, самый главный риск там заключается, это, конечно же, в изменении демографического баланса в Республике Абхазия. Эти вещи очевидны, это вещи понятные для людей, да, которые переживают за судьбу своего народа и государства. Поэтому я и наша организация, и наши единомышленники, мы категорически выступаем против принятия закона об апартаментах, потому что в центре этого закона нет гражданина Абхазии. Как раз таки этот закон, он противоречит нашим интересам. Я не буду долго занимать ваше время, и хотелось бы мне также к вам, ко всем присутствующим, обратиться с просьбой. Я уверен, что сегодня ни Алхаз Джинджоли, ни Ахра Арестова, ни Адгур Арзымба должны были здесь с вами делать встречу. Такие встречи должен делать президент страны, премьер-министр и министры, ездить, разговаривать с людьми, общаться с людьми и спрашивать, что вам надо. Не в Москву ездить, не в Сочи там с инвесторами видеться, а ваше мнение в первую очередь надо спрашивать. И поэтому я хотел бы обратиться уже к концу нашей встречи, чтобы вы нам озвучили вещи, которые вас на самом деле волнуют, может, какие-то проблемы, какие-то темы, которые вы считаете требуют особого внимания, чтобы мы в дальнейшем, да, своей деятельности руководствовались в первую очередь вашими интересами, и поэтому мы эти встречи и проводим не то, чтобы там покрасоваться, по Абхазии ездить, показать, какие мы красивые и умные. Мы должны понимать, чем на самом деле люди сегодня живут и какие проблемы, не только на новом районе. В Гудауте у нас была встреча, дальше встречи. И после всех этих встреч мы будем реально понимать, какие нам темы озвучивать и какие нам требования делать в отношении власти. Спасибо вам большое.